Добрый день, Кыргызстан, все, к кому мы хотим обратиться сегодня. У нас в семье сложилась такая ситуация, такая трагедия, что мы столкнулись с беззаконием со стороны ГСУ, со стороны правоохранительных органов. Моего мужа незаконно удерживали 6 дней, не только его одного, но и его коллегу, моего мужа Абдукадырова Кубанычбека и Умурбекова Бектуры. Их удерживал их работодатель Мукамбетов Иса. В течение 6 дней они не выходили на связь, после чего мы поехали с родственниками Умурбекова Бектура и написали заявление в ГСУ. После чего было план перехват, освобождение заложников, которые в последующем оказались виновны сами же в том, что их похитили, по словам их руководителя Мукамбетова Исы. После чего, после задержания Мукамбетова Исы со стороны ГСУ, то есть, а именно Джатбекова Улана, проводились оперативные действия. Его под санкцию закрыли в СИЗО, но в СИЗО он находился всего лишь 4 дня, после чего сам же Джатбеков попросил отпустить Ису и 2 ГБРщиков, которые тоже принимали участие и были на охране у моего супруга и Умурбекова Бектуры, то есть они их охраняли, не выпускали из определенного здания, не давали им ни кушать, всячески издевались, они спали на полу, не было никаких условий, о которых там позже говорит Мукамбетов Иса. Но даже если были бы какие-то условия, он не имеет ограничивать права человека, он не имеет права ограничивать свободу человека, не давать поговорить с родными, не давать ему позвонить, не давать ему выехать с определенного места. Но после всего этого ГСУ как бы на тормозах это дело спускает, они сами же отпускают этого обвиняемого, хотя сами же в Акипресс, во все информационные паблики выпускали, как они громко захватили их, как они их там нашли оружие, наркотики, когда был план перехват именно Исы. Там были, противозаконных действий было очень много, но при этом они сами же ходатайствуют, чтобы его отпустили. Такое беззаконие может твориться только у нас в Кыргызстане. Так могут относиться к потерпевшим только у нас в Кыргызстане, потому что мы не доросли до такого, наверное, уровня, чтобы наказывать именно тех людей, которые совершили определенное преступление. У нас правят деньги, у нас правят власть, у нас правит беззаконие. Человек, который совершил такое тяжкое преступление, может откупиться, если у него есть деньги. Он может, я не знаю, за убийство выйти, да? Но не мой внутренний голос и мои человеческие качества во мне борются. И я не знаю, да, как можно быть настолько слепо купленными людьми, слепо бегать за этим финансовыми благами и разрушать чужие жизни. У нас есть маленький ребенок, он единственный кормилец семьи, у него мать одна, да, но при этом власть и деньги решают такие вопросы вот таким образом, что могут потерпевшего сделать обвиняемым. Но я надеюсь, что мой голос услышат, что мое обращение увидит вышестоящие органы, увидит наш президент и помогут в этом вопросе. Они накажут людей, которые могут творить такое беззаконие, потому что на каждую силу есть сила повыше, и мой голос, мое обращение именно к ним,
чтобы они это услышали, чтобы они приняли какие-то меры в отношении них, чтобы они проследили, чтобы... Мы не просим, чтобы как-то противозаконных каких-то действий, да? Мы просим, чтобы рассмотрели в рамках закона, чтобы все было так, как полагается. Пускай так и будет. Если не могут этого сделать, я не знаю, куда еще обращаться, чтобы добиться справедливости. По очереди микрофон передай. Так, пожалуйста, вы меня занимаете. Еще можете. Кутман күн, кымбаттуу ушул көрүүчүлөр, угуучулар, мен Абдыкадыр уулу Кубанычбектин энеси катары кайрылгым келет. Анткени мен өзүм келиним айтып кеткен эле нерсени кайра эле кыргызча айткым келет. Анткени себеби баламды мындан 6 ай мурда похитили. 6 күн эч кандай связи жок, эч кандай телефонун да бербейт. Биз билген жокпуз балабыз кайда экенин. Анан 6 күндөн кийин биз обращение кылдык РОВДга. Ошол жерден анан биз билдик балабызды похищение кылганын. Ал похищение кылган аз келгенсип, ошол жерден менин кызымдан дагы, келинимден дагы вымогали деньги. Биз болсо ойлодук, что күнөөсү бар экен деп, мейли деп ошол акчасын да бердик, ошонун чыгып кетсин деп, кой берсин деп. Анткени себеби биз эч нерсе билген жокпуз, бул кандай процесс жүрүп атканын да билген жокпуз. Мен ушул убакка чейин билем, баламды жалгыз өстүргөм, атасы жок. Ушундай ишке барат деп такыр ойлобойм, анткени ал андай ишке барбайт болчу. Мен ар бир ишин кылган кызматтын баарын билип турчумун. Ар бир убакта айтып турчумун, момундай иш болуп атат деп. Ар бир жазган иштери бүт компьютерде регистрированный был. Анан ошол ойдон алып кетип похитили. Анан биз РОВДга заявление жазгандан кийин похитительдерди кармап кетишти. Кармап кеткенден кийин 3 күндөн кийин эле ошо Мухамбетов Исаны кайра эле чыгарып жиберишти. Ошол следователь Жапеков өзү. Анткени себеби эч кандай эч нерсе колдонулган жок. Биз бул жерден түшүнбөй калдык. Наоборот, менин баламды заявление жазып, Мухамбетов баламды отургузду да өзү чыгып кетти. Мен ойлойм, следовательдер бул жакта өздөрү замешаны деп ойлойм да, анткени себеби күнөөсү жок балам отуруп атат. Андан бери дагы мына эч нерсе каралбайт. Мына менин келиним заявление жазды, кызым жазды вымогательство боюнча. Ушул иштер боюнча эч ким эч нерсе караган жок. 6 айдан бери эч ким эч кандай иш кылган жок. 6 айдан бери баламды кармап отурушат ошол жерде. Мен энеси катары айткым келет, мындан вышестоящийлерге кайрылгым келет. Ушуну туура так карап, каттык менен карап, анан справедливость болсун да ушугачы. Ошону суратат элем. Эгерде бул нерсени карап беришпесе, мен өйдө баргым келет. Мен Садыр Жапаровго баргым келет. Камчыбек Ташиевке барып айткым келет. Күнөөсү жерден баламды эмне үчүн ушундай иш кылып атышат? Эч кандай иш козголбой атат да, иш кылынган жок. Кылынган нерсе болгон жок. Ошону карайт элем. Ошону карап бериңиздер. Ошону суранат элем. Как энеси катары. Пожалуйста, Нурман. Я чуть-чуть вернусь к теме. Да, когда это все хронологически. Дело в том, что сейчас как у нас называется несправедливое наказание. Ну, дело в том, что хотел бы отметить, что тут как бы и наказания соответствующего как такового нету на протяжении уже 6 месяцев. Да, в октябре месяце был похищен мой подзащитный, как супруга уже отметила. Они обратились с заявлением в милицию, где милиция, проводя определенные свои мероприятия, были задержаны злоумышленники в количестве 3 лиц. Также в ходе задержания были обнаружены наркотические средства весом 11 грамм и оружие. Ну, что же у нас происходит дальше? После задержания, представьте себе, похищение человека, это уже говорит о тяжком преступлении. Кроме того, за время этого похищения, когда они там находились, вымогались деньги. Деньги в размере 160 тысяч долларов, из которых семья смогла собрать только 21 тысячу и передали данную сумму вымогателям.
После того, как они, или во время того, как они вымогали денежные средства, говорили, что их как бы прикрывают либо под покровительством ГКМБ, там, ГКМБ проводит какой-то аудит, и то есть с их одобрения они, получается, пошли на этот шаг с наркотиками и с оружием. Их содержали, получается, там в одной из гостиниц, и не давали выйти, как сказала моя супруга, как сказала супруга моего подзащитного, были лишены свободы и вообще связи. Только требовалось в этот период времени просто дать им деньги в размере $160 тысяч. Но после задержания, им определили меру пресечения в виде заключения под стражу. Но спустя какое-то время следственная группа, хотел бы отметить, что следственная группа была создана из 8 человек, где 8 следователей должны были расследовать это резонансное дело. Это МВД, да? Да, это МВД. Я думаю, что... Главное следственное управление. Да, Главное следственное управление. Я думаю, из интернет-ресурсов, вы и интернет-новостях вы можете увидеть, что произошло в начале октября месяца по поводу... 2023 года. Да, 2023. Что у нас происходит дальше? Следователь, получается, после того, как он потребовал у суда и заключить их под стражу, проходит время, и он по ходатайству адвоката обвиняемого сам ходатайствует перед судом изменить меру пресечения. И какие же послужили на то основания? Как мы знаем, одно из оснований таких важных, это является, наверное, болезнь. Они вроде бы все живы, здоровы. Второе основание. Если есть существенное изменение каких-то обстоятельств, либо сам потерпевший просит изменить меру пресечения. Но в данном случае тоже нету. Но удивляет больше не того, что данные лица были освобождены из-под стражи, а то, что на протяжении 6 месяцев под руководством 8 следователей ведется это уголовное дело. Злоумышленники, которые совершили это преступление, получается, никакого наказания не несут. На наши обращения и жалобы в адрес Генеральной прокуратуры, в адрес МВД, в ГКМБ тоже нет никакого ответа и нет никакого результата. Письма, как мы знаем, и кто обращался, тоже пересылаются, даются какие-то указания, но движения в последующем, логические какие-то движения, чтобы человек понес наказание, его нет. Но удивляет еще то, что до сих пор предъявлена только статья похищения. Стоп. А где же деньги? Где же вымогательство? Где та сумма $160 тысяч, из которых 21 уже передали? Почему до сих пор по этому обвинению, не предъявляется обвинение? Это же тоже тяжкое преступление. А где наркотики? Где наркотики? То, что они были обнаружены. Или у нас, получается, и на наркотики необходимо иметь разрешение, либо есть разрешение, и это не будет включаться в обвинительное заключение. в обвинительное заключение, либо в расследуемое дело. При этом было еще обнаружено еще и оружие. То есть, если сторона обвинения считает, что тут ничего страшного не было, мы просто людей пригласили, просто люди посидели, хорошо. Зачем оружие? Зачем со стороны приглашать специализированную службу охраны? Это еще одно нарушение со стороны Уголовного кодекса. То есть это превышение со стороны лиц, которые специализированы в службе охраны. Для чего они пришли туда? Зачем? Если у них там было все хорошо, и никто никому не угрожал, никто ни у кого не вымогал, получается, зачем их вообще приглашали? Почему на протяжении 6 или почти 8, 6 месяцев длится следствие? Что там еще дальше расследовать? Нет. Тут уже, как сказали, из моего подзащитного сделали обвиняемого. Конечно, на протяжении этого времени поступают предложения в адрес семьи о том, чтобы он просто отказался от поддержания обвинения в отношении них и прекратили это дело.
Ну, получается своего рода какой-то шантаж. Шантаж с участием либо способствованию со стороны милиции. То есть пока человек не созреет тому, чтобы отказаться от всего, плюнуть, не добиваться правды, получается, он сейчас просто его ждут, пока созреет человек на то, что пошел на этот шаг. Но все же мой подзащитный хочет и верит, что он сможет добиться истины. Там, где виновные лица в действительности понесут наказание. Как я уже сказал, мы неоднократно обращались в Генеральную прокуратуру с жалобами на действия следователей и следователя, руководителя Джапекова. Следователь чего? ГСУ или какого-то РУВД? Следователи ГСУ, Главного следственного управления, там, где расследуется, да. Почему так долго оно расследуется? В чем причина? Для чего? Для чего они тянут? Ну, естественно, мы, семья эта вся понимает о том, что это делается специально для того, чтобы для виновных лиц получили какие-то встречные заявления, и виновные лица не понесли должного наказания. Еще раз отмечу. Деньги были переданы. Что с этими деньгами? Следователь, где расследуется это похищение уголовного дела, мы неоднократно обращались, я думаю, супруга сама сейчас тоже отметит, скажет о том, что мы просили допросить сестру, которая передавала непосредственно эти деньги, непосредственно которая держала контакт с похитителем, который требовал деньги. Были СМС-переписки, аудиоразговоров. Все у нас, это все в записях есть. Но почему-то следователь отказывается допрашивать сестру, которая передала эти деньги. И что же мы были вынуждены, что же нам было делать? Мы были вынуждены уже по территориальности обращаться в Ленинское РУВД, где мы обратились по факту вымогательства денег. То есть, получается, у нас ГСУ этот факт рассматривать не хочет. Из-за того, что это события и передача денег были на Ленинском районе, мы с заявлением обращаемся в Ленинский район, где сестра была допрошена о том, что по факту передачи денег. Соответственно, мы в Генеральную прокуратуру тоже обратились с просьбой объединить эти дела, поскольку они там не хотят вообще допрашивать. Ну, в последующем мы еще раз ходатайственно обращались в адрес следователя с просьбой о допросе все-таки сестры, которая передала деньги. Мы доказываем, что здесь было вымогательство. И состав преступления полностью исполнен, потому что деньги уже были фактически полностью переданы. И что же у нас происходит? Уже почти около 1,5 месяца или около месяца нам пообещали, что нас пригласят, все-таки допросят по факту вымогательства. Но, опять же, ничего нету. Также нету, как и на другие наши обращения в адрес следственного органа с просьбой предоставить ответы. В чем дело? Что у нас по результатам наркотиков? Какое было принято решение, обнаружено? Мы до сих пор ответа тоже не получили. Хотя мы уже обращались, если я не ошибаюсь, где-то в конце января, либо в начале февраля. Дать нам все-таки ответ по поводу наркотиков. Также обращались по поводу оружия, какое было принято решение. Но, опять же, мы не получаем никаких ответов. Нам только обещают, что вот-вот сейчас будет предоставлен вам ответ, и виновные лица понесут свое наказание. Но мы сейчас понимаем, что расследование в следственном органе ГСУ может длиться вечно. Вопрос. Какие основания у них есть для того, чтобы так тянуть расследование этого уголовного дела? Тут явная заинтересованность со стороны следственного органа. Почему все-таки у нас не реагирует на этот Генеральная прокуратура? Хотя мы писали уже тонны жалоб, да, можно сказать, вот, начиная с декабря месяца. Мы периодически жалуемся, направляем письма. Даже в декабре месяце был у нас выпуск о том, что открытое обращение было. В чем дело?
почему это дело так долго расследуется? И тут же у нас обратный же вопрос. Ну, то есть ответ возникает. Просто хотят добиться встречного заявления о том, чтобы сказать, что потом этого преступления вовсе не было. Не было, да. Никаких наркотиков не было, никто ни у кого не вымогал, никто никого не похищал, а вы все можете оставаться как бы в дураках. Можете уточнить, вы сказали, что возбуждено дело только по похищению, да? А в отношении скольких лиц возбуждено дело? В отношении 3 лиц. 3 человека, Да. Угу. Это получается сам Мукамбетов Иса и двое ГБРщики, да, которые были привлечены с оружием для охраны похищенных. Да. А сколько всего похищено? 2. Двое. А что поводом для похищения послужило? Вот можете как бы это тоже сказать? Поводом для похищения послужило то, что якобы их работодатель считал, что они должны ему деньги. Но при этом какие деньги? Какие-то расчеты, каких-то судебных разбирательств в гражданском порядке вообще не было. То есть не предоставлялась возможность доказать свою невиновность или свою правоту. То есть происходило все по понятиям. То есть человек считает... Кем являлся вот этот Мукамбетов? Да, что за работа? Это работа в ломбарде. Как ломбард называется? Омега. Омега, да? Да. Кем потерпевший работал? Потерпевший, Иса сейчас в последнее время заявляет о том, что он был как директор данной организации. Но никаких сведений по Минюсте о том, что он является директором, нету. Нету, да? Нет. Также и нету, как и в финансовом надзоре, да, о том, что мой подзащитный являлся там директором. Есть только, как мой подзащитный говорит, сейчас я закончу, как мой подзащитный говорит, просто Иса, когда во время следствия в отношении него просто подсунул ему бумагу, где он попросил его подписать, что он был директором, и якобы все на этом закончится. Он эту бумагу подписал, но на самом деле он был просто операционистом, выдавал деньги, подготовили договора. И, может быть, на этой почве где-то директор посчитал, может быть, по черной своей бухгалтерии, либо каких-то по понятиям решил, что он ему должен. И решил разбираться с ним не в рамках закона, а в рамках понятий, каких-то бандитских понятий. И что на сегодняшний день данные понятия не рамки закона поддерживает следственный орган МВД. А вот этот ИСА, еще там вот эти ребята с ГБР, они сейчас на свободе, да, я так понимаю? Да, они сейчас... А как ее, Абдыкадыр, да? Да, он находится в заключении. А в связи с чем он находится в заключении? Дело в том, что их руководитель, который похитил, находясь уже, будучи в ВВС, быстренько написал заявление, обратился в Первомайский РОВД, хотя заявление у нас должно присутствовать лично, не он, не передаваться, хотя бы по почте бы ему туда отправил бы. Получается, что задержанный, находясь в ВВС, каким-то образом волшебным появился в Первомайском РОВД, у него это волшебным образом приняли, и он обратно отправился в ВВС. Получается вот так, да? Что за заявление? Что за заявление? Заявление о том, что они якобы мошенническим путем, обращаю ваше внимание, мошенническим путем, его обманули на сумму около 281 тысячи долларов. У нас следственные органы Первомайского района слепо это принимают за правду, не принимая никаких бухгалтерских, либо каких-то аудит, либо других проверок финансовых. Сразу посчитали, что истинность его показаний на бумаге, и заключили под стражу моего подзащитного. И с тех пор идет какая-то торговля по поводу встречного заявления, по поводу похищения. Дело в том, что, как мои подзащитные говорят, супруга сама озвучит, говорят, определенную сумму денег якобы было передано для того, чтобы их не заключали под стражу. Сейчас, я думаю...
А у вас есть это какие-то документальные свидетельства, что-то такое, что где как бы доказывается эта вина вот этой вот передачи денег? Его что? Что он денег, чтобы их там не заключали под стражу? Вот эти Нет, вот. это со слов его друзей. Да? Сам Иса ходит своим друзьям, говорит, что он отдал энную сумму, $150 тысяч ГСУ, заплатил за троих, чтобы их троих выпустили. Он хвастается этим своим друзьям. Их друзья уже через доходят до нас такие слухи, что Иса закрыл там свои дела за $150 тысяч. Также Иса, находясь, чтобы это подтвердить тот факт того, что идет какая-то торговля, да, Иса неоднократно звонил мне сам, когда уже Куба находится в СИЗО, он просил передать ему, поговорить с ним. А когда последний раз у нас был суд, Иса сказал моему мужу, чтобы он поставил $50 тысяч, хотя бы ты $50 тысяч поставь, говорит, там же есть, получается... У вас есть это документальные записи? Вот, то, что Документальные вот вам нужно было это все записывать. Записывать. Ну, есть переписка с Исой, где он говорит, пускай там с Кубой поговори, пожалуйста, но он не озвучивает, там, не пишет то, что 50 О деньгах, да? Да, о деньгах он там ничего не пишет. Он просто просит переговорить с ним. Ну, знаете, вот то, что вы сейчас озвучили, да, о том, что как бы там это, деньги там просят. Всегда это надо записывать, а так подумать, что это просто вы в защиту своего мужа, это типа ваша фантазия. Вот так вот как бы интерпретировать, например. По-разному. Поэтому очень внимательно как бы ко всем это. Так, давай, Можно Влад, чуть, да? как, Мирим, ты слово это говоришь? Можно, да, чуть-чуть Да. добавлю. Да, естественно, можно интерпретировать по-разному. Но как же тогда оправдать действия самого следственного органа? В чем тут заинтересованность? Тут с того ни всего мы не хотим допрашивать человека, который по вымогательству получил деньги. Мы так столько времени, получается, расследуем уголовное дело. Хорошо, Мухамбетов Иса говорит о том, что он был его директором этого предприятия. Где социальное отчисление? Где налоги оплачены? Мы с этим уже тоже обратились в адрес генерального прокурора, в адрес ГКМБ по поводу неуплаты обязательных социальных взносов. Налоговую службу. Налоговую службу, да, нам устно сообщили, да, о том, что там имеется задолженность 5 800 000. Ну понятно. В чем тогда история? Это только по социальным отчислениям. По налогам говорят, там около 30 миллионов. Хорошо, пусть они будут виноваты. Но где налоги? Где обязательные социальные отчисления? Нам говорят, есть указ президента о том, что нельзя проверять субъекта предпринимательства. Получается, что у нас никто налоги, получается, не должен платить. Если явный факт, тут в действительности есть неуплаты социальных отчислений, пускай хотя бы социальное отчисление оплатит бюджет государства. Но и из совокупности, в действительности, можно сделать какой-то вывод, что есть какое-то покровительство, я не знаю, с прокуратурой, может быть, с генеральной, может еще откуда-то. Со стороны правоохранительных органов. Да, есть какое-то впечатление, да? Ну, не то, что впечатление, убежденность в том, что есть там явное покровительство, где не то, что не хотят рассматривать похищение, а то, что даже в бюджет государства не рассматривается вопрос о выплате. Это же нарушение. Вы можете сказать, ваш подзащитный, он сейчас находится под стражей и в каком учреждении? Он находится под стражей в учреждении 21, именуемый как СИЗО номер 1. А на какой период и решением какого суда? Так, следственным органом Первомайского района окончено было следствие. Там тоже очень занимательная история.
почему-то им предъявляется вообще другое обвинение, с другими суммами. По реальности там вообще 4 машины, из 4 машин. Это, там, в общем, путаница страшная. Из 4 машин за 3 уже восстановили деньги. 4-я машина принадлежит это другу, тому, кто похитил этого. Да, тот не хочет требовать со своего друга и требует, чтобы они сами пошли переговорить. Ну, извините, там же глупость какая-то идет. Мало того, под эту глупость, получается, и наши следственные органы полностью, ну, как бы соглашаются. Мы, получается, мы в каком-то, я не знаю, анекдоте находимся, где нас заставляют верить в нереальные вещи. Понятно. Можете вот сформулировать ваши основные требования или обращения к президенту и главе ГКМВ, которые вы это озвучивали? Может быть, 3 или 4 основных обращения? Я думаю, мы озвучим. Да? Самое первое требование, которое мы хотим, чтобы нас услышали, первое – это в отношении ГСУ принять меры, чтобы они начали не на тормозах спускать это дело, а начали работать нормально, да? Наказывать виновных. Мы хотим, чтобы Мухамбетова Ису обратно взяли под стражу, чтобы он отвечал за все свои действия, за вымогательство, за похищение, за то, что он там употребляет, хранит наркотики, за ношение и хранение холодного оружия, за все, чтобы он понес наказание. Мы хотим, чтобы в отношении налоговой службы, в отношении ГКМВ, чтобы они проследили тот момент, чтобы он полностью восстановил социальное отчисление моего мужа и также его коллеги, также чтобы он выплатил полную стоимость, задолженность своего налога, который за период 3 года он получил, получается, скопилось, да. Мы хотим, чтобы наши суды принимали во внимание все действия, которые были проделаны нами, чтобы на наши вот эти письма, которые мы отправляем, чтобы были конкретные ответы. Они так, да, воду мутят, туда отправляют, сюда направляют, там, в налоговую заходишь, они в ГКМ отправляют, в ГКМ заходишь, налоговую отправляют, чтобы такого не было, да, чтобы они конкретику дали, чтобы они же, правоохранительные органы. Мы пока не столкнулись, мы ничего из этого не знаем. Чтобы у нас в голове, как правосудие, это значит, виновный должен понести наказание. Невиновный не несет ответственность за действие или бездействие другого человека, правильно же? Чтобы законность и правосудие, чтобы свершилось. Это основные наши требования. Все? Все? Мен Абдыкадырұлы Кубаныштын энеси катары ушул болуп аткан иштин баарын закон түрүндө чечип берсе деп суранат элем. Каттык менен карап берсин деп чечим суранат элем. Ошону болуп жаткан нерсени следовательдерге, ошону текшерип аткан ар бир прокуратурага бүт баардыгын өзүнүн ордорду менен карап чечип беришин суранат элем. Балаңыздан камактан чыгышын дейт да? Конечно, балам деген мен ойлойм, как эне катары эч кандай күнөөсүз эле отурат деп. Ошону чечип баламды чыгарып берсе, рахмат айтат элем. Ошону Кудай үчүн, Кудайдан корккон үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн ушуну жазап беришсин. Анткени себеби күнөөсүз эле отурат баламчы. Все, спасибо большое. Подожди, там Да, чуть-чуть добавлю, да, вот как уже сказала супруга моего подзащитного, да, мы уже как бы обращаемся с письмами, с жалобами, с обращениями, и эти обращения получаются как в никуда. То есть никакого результата нету. Хотя бы дайте нам, пусть будет хотя бы какой-то результат по
налогам, по социальным отчислениям, которые человек обязан выплачивать. Ну, получается, опять же, ничего нет. Идет, не знаю, какая-то пересылка документов, и все на этом, получается, заканчивается. Все успокаивается. Ну, получается, виновные лица не несут никакой ответственности. Наоборот, получается, они разговаривают с позиции силы. Просто они уверены в том, что у них есть определенная поддержка, они заручились этой поддержкой. И люди, которые заинтересованы в этом, их просто поддерживают и не дают ходу развития плохих событий для Мухаммедовой.